Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112», в студии Айдар Гумеров, и в ближайшие 10 минут вы увидите. Погиб на месте. Вот голова и тело с шерстью. На дорогу перед иномаркой выскочил лось. Кто поспешил? Загорелся зеленый, я тронулся. Авария на Мамадышском тракте. Страшная находка. Голова находилась рядом с туловищем. Предположительно, ее отгрызли животные. Дети обнаружили тело без рук и головы. Погиб на месте. Серьезная авария произошла минувшим вечером на трассе Зеленодольск-Казань. Водитель Форда на полном ходу сбил лося, что выбежал на дорогу прямо перед автомобилем. Для животного удар оказался фатальным. Сам же водитель, несмотря на серьезные повреждения автомобиля, не пострадал. В последнюю секунду он сумел максимально вывернуть в сторону руль, но избежать столкновения все же не удалось. Он рассказал Аделе Каламиит все, что видел перед столкновением. Вот голова и тело с шерстью. Весь удар пришелся на переднюю боковую часть автомобиля, вспоминает водитель Форда. Он даже не заметил, как животное перебежало дорогу и оказалось на его полосе. Нежданного гостя мужчина увидел в последний момент и за считанные мгновения сделал все, чтобы избежать столкновения. Если бы я его заметил заранее, я бы снизил скорость еще больше. Предпринял какой-то маневр. А я просто увидел его морду. Вот он, я не знаю, как вот мгновенно перед машиной оказался, морда лося на профильном лобовом стекле. Я сразу руль вправо и все. Предполагает, что именно этот маневр и позволил избежать более серьезных последствий, рассказывает. Он ехал на скорости около 85 км в час в сторону Казани. Лось выбежал слева, пересек встречную полосу и оказался перед Фордом. Избежать наезда не удалось. В результате столкновения с животным мужчина не получил серьезных повреждений, и его автомобиль после удара не вылетел в кювет. Об участии в аварии говорила лишь кровь на лице. Я ничего не ударился. То есть на такой скорости чем-то удариться это просто невозможно. Это, скорее всего, стекло, которое летело. Лось в результате наезда автомобиля погиб на месте. Его забрали прибывшие на место егеря. В случае подобных происшествий водителям, кроме восстановления собственного здоровья автомобилей, как правило, грозит и штраф в 40 тысяч рублей. Но если мужчина докажет, что знаков о возможном выходе диких животных на проезжую часть на дороге нет, то административного наказания он, вероятно, сможет и избежать. Аделя Каламиит, Айрат Назипов, Азат Самигуллин, Вызов 112. Один считал, что еще не поздно, а другой, что уже можно. «Шевроле Авео» и «Киа Рио» столкнулись минувшим вечером на Мамадышском тракте в Казани. Свою вину никто из водителей не признал. Оба считали, что правило нарушил другой участник аварии, выехав на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Лина Зинатульна была на месте происшествия. Гаишники говорят, что я виноват. Водитель, управлявший «Шевроле», в своей правоте ничуть не сомневался. Объяснил, что дождался разрешающего сигнала светофора, после чего нажал на педаль газа. Появление «Киа Рио», выехавшего справа, он никак не ожидал. Загорелся зеленый, я тронулся. Здесь стояли машины, я его, получается, не видел. И он наехал оттуда, и все. Мужчина считает, что «Киа Рио» выехал на перекресток на красный сигнал светофора, с чем категорически не согласился водитель последний. Он, в свою очередь, отметил, что совершал маневр, двигался еще на зеленый. Добавил, что не пропустили именно его, и предположил, почему именно. Зеленый горел, у него зеленый. А он вообще доставкой работает. У него все суши вылетели. Он торопится. Он доставщик пиццы, суши. Несмотря на оживленное движение в момент аварии, свидетелей водителей столкнувшихся машин найти не смогли. Участники ДТП просят откликнуться очевидцев этого происшествия. Лена Зинатульна, Айрат Назипов, Азат Самигуллин, Вызов 112. 5 человек пострадали при аварии, что произошла накануне в Болгаре. Там недалеко от пожарно-спасательной части на улице Нагаева-Вахитова столкнулись «Лада» и «Форд Фокус». Силы удара хватило, чтобы отбросить иномарку на ограждение одного из домов, что стоят вдоль дороги. «Лада» после столкновения, также слетев с основной дороги, протаранила дорожный знак. На место столкновения прибыли спасатели. Они, оказав первую помощь пострадавшим, передали их в руки медикам, после чего во избежание возгорания отключили аккумуляторы автомобилей. После осмотра врачи госпитализировали 3 пострадавших. 2 других участников аварии отпустили домой. Вспыхнул прямо во время движения посреди дороги. Сегодня днем в поселке Мирный на улице Новодавликеевской сгорел грузовой автомобиль. 54-летний водитель многотонника, двигаясь со стороны города, почувствовал характерный запах гари. Источником дыма оказался моторный отсек автомобиля. Поняв это, водитель остановился, после чего выбрался из салона машины. Через мгновение автомобиль уже был полностью охвачен огнем. Причины возгорания выясняются.
Обезглавленное тело мужчины было обнаружено в выходные во овраге в поселке Мирный на улице 7-я Давликеевская. Останки человека заметили дети, которые вышли к оврагу, чтобы расчистить площадку для игры в футбол. Тело было обглодано животными, отсутствовала кисть руки, но полицейским все же удалось установить личность погибшего. Его опознали по одежде и сотовому телефону. Им оказался 55-летний местный житель, который пропал в начале января этого года. По некоторым данным, погибший любил выпить и часто злоупотреблял спиртными напитками. При этом голова находилась рядом с туловищем. Предположительно, ее отгрызли животные. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проводятся другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 62-летний житель поселка Ким Спасского района республики решил гранатой взорвать зятя. Причиной такого решения послужили конфликты в семье дочери. По версии следствия, женщина, поругавшись с сожителем, пришла в дом к отцу и рассказала о причинах ссор, виновным в котором видела мужчину. Возмутившись таким положением дел, отец решил заступиться за дочь. По версии следствия, подозреваемый вооружился ручной гранатой, которую хранил у себя последние 15 лет. Пришел в дом зятя, после чего выдернул чеку и бросил гранату в родственника, который находился в котельной. Но мужчина успел выбежать и в результате получил осколочное ранение рук и ног. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом». Следует отметить, что в это время в соседней комнате находились внуки подозреваемого, которым 7 и 8 лет. В настоящее время вину подозреваемый полностью признал. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении его мер пресечения в виде заключения под стражу. На месяц отложили слушание дела Максима Байрамова, который обвиняется в покушении на убийство 19-летней студентки. Следователи уверены, вечером 30 августа минувшего года в поселке Салмачи 28-летний Максим Байрамов напал на девушку, нанес ей множество ударов рашпилем и отнял телефон. Пострадавшей удалось вырваться, благодаря чему, считает, и осталась жива. Свою вину Максим Байрамов признал еще во время следствия, но лишь частично. Уверяет, что убивать жертву он не хотел. Следующее заседание состоится через месяц. Сегодня не смогла прийти сама потерпевшая, сейчас у нее сессия. Внимание детям! Полицейские Казани проверили, как соблюдается закон, ограничивающий пребывание несовершеннолетних на улице в вечернее время без сопровождения взрослых. Также обратили внимание на другие нарушения, касающиеся детей и подростков. Так, за один вечер только в Кировском районе Казани сотрудники полиции выявили 4 факта неисполнения родителями обязанностей по содержанию и воспитанию собственных детей. В 2 торговых точках несовершеннолетним продали алкоголь, что стражи порядка также зафиксировали. И обнаружили одного подростка, который был на улице без взрослых. За нахождение в ночное время несовершеннолетним без сопровождения законных представителей наказывает, мы привлекаем родителей. Данный протокол направляется на комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства несовершеннолетнего. Комиссия по делам несовершеннолетних при главе администрации района. Лабораторию, в которой изготовлялись синтетические наркотики, выявили полицейские Татарстана. На производство их вывел молодой человек, у которого при задержании в Казани обнаружили белый порошок. Экспертиза позже подтвердила, что это наркотик синтетического происхождения. Следы привели стражи порядка к нарколаборатории. Динара Камалова о процессе производства. Горстями 3 тарелки насыпаны, реактивы, весы. Лабораторию по изготовлению наркотиков задержанный организовал прямо у себя дома в Зеленодольске. Полученное зелье сбывал сам же в Казани. С ним подозреваемого и задержали. Полицейские установили, что компоненты, а также полная инструкция по изготовлению наркотиков задержанный получал по почте и через интернет. Бытовые весы применялись. Во время обыска в квартире задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли компоненты для изготовления наркотических средств, а также предметы со следами различных химических веществ. Кроме этого, оперативники изъяли изготовленное фигурантом порошкообразное вещество массой около 200 грамм. В отношении ранее несудимого, неработающего жителя Зеленодольска возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере». Задержанный свою вину признал, и до суда будет находиться под стражей. Полицейские же устанавливают его подельников. Динара Камалова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. Если вы сняли происшествие, можете поделиться своими кадрами со всей республикой. Присылайте видео на нашу электронную почту и на мобильный телефон 8 98 69 112 112 или в нашу группу ВКонтакте. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.